братцы, всем доброго. Время у нас почти 8, без 15, ребят. Я 6 уже на ногах. У меня полностью сборы капитальные, ребят. Я выдвигаюсь в лес, в тайгу. На пару дней, может на 3 дня, ребят, не знаю, посмотрим. Ребят, ну что, здесь теплые вещи, газ, короче, тут тоже всякое разное, там по мелочам положил, веревки. Здесь самое основное — это лодка, весла. Ну вот так, мешок по реке, в ужасном состоянии. Жду парнишку, будем грузиться на лодочку. Лариска подъехала, довольна. Ребята, молоко через ферму перевозят, короче, попадают все вообще жестко. О, река еще больше стала, но... Мы на месте, доплыли на остров. Ну реально остров, ребят, с такой водой так он вообще уменьшился. У нас пятак получается, ну не знаю, 50 на 50, наверное. А так все в воде, тут дорога вот проходит. Помните, по которой я зимой шел, когда ночевал там в пастушьей избе. Вот я здесь шел, ну вот. Самое главное здесь. На всякий случай там. Привязываюсь к дереву. Все, понеслась. Этим больше, этим туда. Вот. Погнали. Погнали наших городских. Обещали. Еле-еле успели. Погода вообще просто зверски изменилась. Дождище только попер. Вообще страшное дело. Смотрите, ребят, какая погода. Охренеть. Так, сейчас быстро Лариска полы там расстелит. Сразу плед в спальне кинем. Ага, сейчас, секунду, я этот откручу. Ну, чтобы не ходить по нему потом грязными. Да, ребят, кушаем, конечно, в полевых условиях, но что сделать? Промокать тоже неохота. Сейчас олениночки подрежем. Тут тоже повеселее в этом балагане все равно. Где? Ну даже если так готовили, даже родные. 7 час вечера, первая проверка. Прошел такой хороший дождь и ливень прям. Лариску оставил на месте. Пошла в палатку, короче, ребята. Ну, съездим сейчас. Быстро проверю пару сеток. Может, что на вечер добудем. О, здорово будет. Плавал по тайге залитой. Красота вообще, здорово. Блин, вообще шикарно. Ну что, первое у нас
сеточка. Сорокока у меня здесь стоит. Так, сейчас по ветру растянусь, чтоб никто никому не мешал, потому что кустов много. Здесь напарник нужен капитально. Ну, хлам плывет, ребята, жесткий. Вообще. Так, может туда его убрать, на тот борт, чтоб не мешал. Это также. Вон, просто грязище. Жесткая. Вот здесь какие-то кусты даже. Вон трава, ребят, смотрите. Глубоко здесь. Капитально глубоко. Там лопухи уже начинают просыпаться. Ладно. Потом поправим. Да, вон там лопухи, ребят, смотрите, снизу. Но это нисколько не мешает, скажем. Потому что рыба не видит. Ну, походу, без рыбки мы будем. Глубоко. Здесь сороковочка. Высота здесь небольшая у сетки. Метр всего. Ладно, посмотрим. Ребят, ну, окунишка первый есть. Ой, икра прет. Страшное дело. Икру нам не надо. Ну, вот первая окунишка. Сороковочку. Вон икра, ребят, смотрите, тянется. Он даже так пролазит спокойно. И корку мы обратно домой. Пускай она там не рестится. Второй, ребята, окунек. Он даже в сороковку, ребята, они проходят. Получается красиво. И корку домой. Пускай не рестится. И весь окунь на дне, ребят, видели, ходит. Так, по ветру меня потихоньку тащит. Нормально. Ребят, ну не густо. Сейчас вторая сороковка и еще вот одна финочка там в конце. Маленькая сеточка стоит. Посмотрим, что да как там. Так, ребят, ну идем далее. Здесь кусты у нас в упор стоят. По идее, рыба должна в кустах стоять. Но у нас здесь 45-ка. Здесь, походу, мы ничего не поймаем. Крупная рыба не поднимается еще. Ну, я имею в виду леща. Или там хорошего карася, потому что в старице здесь он есть. Упора никого нету. Так, ну что, вот последняя сеточка, финочка, которая новенькая. Ребят, траву бьет. Вообще конкретно несет. Лес, тайга. Вообще не получается. Рыба еще не гуляет. Короче, даже на поесть не получается, ну да ладно. Что-то у нас перехлёстик какой-то. Все нормально. Елки, да, здесь такие елочки. Очень много елочек. Не гуляет рыбка, ребят, еще.
Течение большое, холодно. Точнее, в принципе, это тепло, но вода еще не согрелась, тем более на старец. Здесь недавно только лед сошел. Короче, вообще беда, ребята. Вот таких всяких много движений. Палки всякие попадаются. В первую там еще 2 окунька залетело. А здесь курим мох. Не получается. Вот леска, конечно, крупная. Рыба все равно видит. Опа, тут тоже окунек, ребят, залетел. Не крупненький. Туда его, домой. Вот. Еще один. Тут сверху, ребят. Там снизу, тут сверху гуляли окуньки. Ну, на поесть нам пойдет. С голода не помрем сегодня. И уже ладно. Одному, конечно, неудобняк немножко. Ну, справляюсь. Мужик, ребят, рыбак должен рыбачить постоянно. И нормального рыбака я уважаю. Что многие говорят, там мое место, тут не ставь, там не ставь. Так ты рыбач. Я понимаю, что ты сейчас рыбкой забьешь холодильник и будешь угорать, когда люди червей копать будут. Вот это мне не надо. Ну все, ребят, в принципе, на сегодня. Погода, ребят, опять нахмурилась. Дождя идет. Ветер. Погода видно, что испортила, портится. Ах. Ну да ладно. Ну что там? Сетушки 3 часика постояли. 4 кушка взяли. Да и нормально. А пожарим рыбешку. Все нормально будет. Грязи плывет, ребят. Смотрите, сколько много. Вообще много. Ладно, грибу на борт. На базу. Мы пойдем по полю с конем. Вот и жизнь на севере, ребят. Нелегка-то, бляха-муха. Ну ладно, чё. Мы привыкшие к этой делюге. Ветер изменился в мою сторону, блин. Капитально заливать начал опять. Ёк-макарёк. Ой, на кого не дать, а из краю полю моему. Ребят, еле доплыл, весь второй насквозь. Как дала. Ну, как будто так и должно быть. Подплыл только. Короче, успокоился ветер. С дождем. Целый ливень был. Лодочку так сполоснул. Пойду переоденусь. Ну и кушать будем свежую рыбку, ребят. Никто не отменял. Многие скажут: Андрюха, гонишь, типа зачем надо, ребят, ну постоянно рискую. Я еду за кайфом, за вот этими ощущениями. Я думаю, меня многие поддержат. Все, лодочка чистая. Пускай отдыхает. Ребят, попали мы капитально вообще. Шалаш у нас весь протекает, все капает. На стол, ребят, все капает. Вообще ливень просто пошел. Вообще
Сидим тут, прячемся маленько вообще. Не знаю, палатка выдержит такого наплыва, вообще не знаю. Посмотрим. Тест-драйв. Тест-драйв палатки, конечно. Не знаю, протянет, не протянет, чтобы все сухо там было. Нам 2 дня здесь как-то обитать придется. Вот такие дела пока. Ребятки, залетели в палатку. Все, край. Фух. Не знаю, ну в палатке, слышь, пока выдерживает вроде. Да, нормально. Вообще хорошо. Ну там вообще все хана. Я, ребят, весь сырой. Разделся насквозь вот. Повесили. Взяли плитку. Так хоть чуть-чуть жизни дать. Лариску сразу прячу тут. Под эти. Хорошо тут на бугре земля немножко прогрелась, да. На сухую поставили На сразу. сухую, да. Тут полы, ребят, нормально вроде. Ничего, испытания зато дадим, проверим. Вроде спаслись. Там просто начал заливать, ребят, нас капитально. Ну, еще от зимы баллон. Не знаю, переждем. Хотели пожарить рыбки, но в конце не будем. Походу, посмотрим. Я что взял? Надо Я что потом- ли спать? Конечно. Я же знаю, что такое. Это ночевка, слышь, Лариса, это... Так-то я романтики хотела. Слушай, ну романтики. Мы же на севере живем. Но здесь не приспособлено для романтики, слышь, место. Вот как у тебя на этих штанах. Здесь есть, да? Ну вот я тебе говорю. Где там? Оп. Вот я тебе о чем говорю. Да. Ну, значит, у тебя будет романтика, а у меня нет. Вот это, ребят, нормальный экстрим. Когда нет вариантов куда-то спрятаться. Когда лодка приплывет только через 2 дня. Когда ты с девушкой, ты бишь. Ну, все силы только на тебе. Это нормально, движуха. Вот так. Ну, дождь вроде успокаивается идет. Более-менее. Большой респект Твизинге, моему корешу новому, моему армейскому корешу, его подружке, его жене любимой, Ларисочке. Люблю вас, обнимаю, целую. Откуда респект, Хочу к братан? вам. Респект откуда? Воркута, респект. Красавчик, братишка, красавец. Ребят, погодка злая, это вообще ветрище. Зашел в палатку здесь, ну, посмотри, как дела. Убрать мальца вещи, развесить. Страшное дело, ребят. Буря, короче, поднялась. Палатка стоит вроде, растяжки держат. Не должны мы тут потухнуть. Нормально. 10 часов, ребят. А ураган такой капитальный, блин. Дождь, снег. Хрен поймешь. Ну что, ребята, 10 вечера у нас. Или 10 ночи. Как понять? Короче, шторм так и не прекращается. Ну, хотя бы дождик прекратился. Палатка, ребят, начала сыреть маленько. Тут видно. Тест-драйв не прошла вообще никак. Да. Ну, где-то вот так 2 часика где-то дождь такой хорошенький шел. Второй слой начал вот немножко мокнуть, капать начал. Капать не начало еще, скажем, но начал сыреть, короче, ребят. Ну, если такая погода продолжится в течение 2 суток, мы здесь не сможем продолжить свое существование, Это потому не- что, ну, нереально вообще. Ну не переживай, нормально всё. Да в смысле не переживай. Короче, ребят, ищем фильмец под вечер. Ну и будем отбиваться, потому что ну все, заняться нечем, потому что ну сидим уже в тепле. Более-менее тепло, сухо, хорошо, безветренно. Как бы как-никак нормально пойдет. Так что, ребята, всем спокойной. Мы потихоньку ложимся. Сейчас фильм какой-нибудь включим, посмотрим. И тоже спать. До завтра.
Доброе утро, 8 утра. Вот это, ребята, жесть, ночь была, конечно, капитально. Изначально пошел дождь, поднялся просто ураган, ветер. Мы сидели здесь, быстро посматривались, потому что начало капать. Ну, понятно, тут брезент дырявый весь. Пошли палатку, вроде было все хорошо. Посидели, доели суп наш. Немного даже разлили там. И, короче, ребят, часов в 11, наверное, просто ветер меняется на еще мощнейший северный ветер просто. Вчера была погода 25 градусов, сегодня у нас днем 7 градусов. Представляете, какое изменение? Ночью было аж 0, дубак и дождь. Спали вообще, ребята, отвратительно. Все вещи, то что были, поодевали. Короче, кое-как там закутывались. Я включал плитку там на какое-то время. Ну, палатка закрыта. И газ, луки свои надо было убирать. И много не погреешь. Короче, ребят, спали вообще плохо. Под утро более-менее начали засыпать вот так. Жесть. Не знаю. Водицкий говорит, я такую ночь не выдержу. Похолодания у нас еще будут завтра. До нуля. Снег даже будет. Возможно, ребят, сегодня будем собираться домой даже. Не знаю. Посмотрим. Короче, ребят, сейчас завтракаем. Одеваемся, потому что плюс 7. А по интернету смотришь, по ощущениям как 0. Короче, просто дубак. Вчера ходили 26, а сегодня 0. Вот так вот. Че, хорошо? Согрелась? Ну да. Нормально. Да, вот эта погода, конечно, блин. Надо куда-то поставить, чтобы он скипел здесь. Быстро махом. Моментально. Ну, сейчас махом скипит. Что у нас на завтрак сегодня? А? После такой тяжелой ночи надо что-то мощного. Есть мясо. Мясо, да? Кусочками пожарим, да? Ну, а кусочками нажарим с луком, с розмарином. И вон бичей заварим, ребят. Нормально. Горячего надо просто, серьезно. Так замерзли. Это вообще капец. Ночь была страшная вообще. Фух. Там я такой ночи я не помню, блин. Палатка, ребят, не выдержала наплыва, конечно. Ну как, нас не заливало, ничего. Ну, второй слой он намочился. Сейчас вот я ее открыл тут полностью, чтобы у нас сушилось. Сверху-то вот подсохло уже. А вот здесь, вон, видите, ребят, капли. Ну как бы и не капало ничего. Местами тряпкой протирал вот над головой. Здесь уже от солнца вот высохло уже хорошо. Так что подсохнет, палаточка нормально будет. Вон бушлатами укрывались. Короче, ребят, чем могли, тем укрывались. Сыро все. Вот. Просто 3 минуты, ребят. Какой 3, 2, наверное. Готово. Старый подходный делает свое дело.
Чай давай. Тебе заварю зеленый. Сюда. Нет. Все уже. Не успела. Что, еще скипятить? Нет. Опа, мясо наше. Полностью мясо порежем? Много будет, Ларис? Я не знаю. Я говорю, много будет. Много будет. Нам что так покушать? А на обед можем это мясо с картошкой там, я не знаю, отварить там. Плита, конечно, ребят, штука вообще классная. Я не знаю, я нарадоваться не могу. Блин, у кого нет, ребят, советую вообще прикупить такую вещь. Не пожалеть денег. Зимой и летом, ну зимой, да, газ замерзает. А так, красота вообще. Ага. Отлично. О, ну это мясо будет просто капитальное, ребята. Розмарин. Розмаринчик. Свежий. Да, сразу ноточку такую добавляет вообще. Классно. Ребят, приятного аппетита. У нас пюрешка, мясо жареное. Кому горчички, кому сырка, кому майонезика. Хлебушек. Чай. Угу. Поели. Все. Такое чувство, что больше ничего не надо вообще. Хоть и холодно, ну нормально согрелись хоть. Отлично. Так, ребят, ну что, пойдем на проверочку, сходим. Посмотрим, как дела у нас там с рыбешкой за ночь-то. Должно что-то поднакидаться. Одеваюсь и выдвигаюсь. Фу, ребят, за ночь вода прибыла, короче, опять. Вот видно, даже вот этого не было, чуть-чуть было. Отметка у нас стоит, короче, на сантиметров 7. Сантиметров 7 прибыло. Так, лодку надо немножко подкачать и в бой. В бой идут одни старики. Понеслась. Везде бутылки, ребят, смотрите. Вот это по Володе тащит. То, что кидают, все вот это передвигается. Вода упадет, все здесь останется. Бутылка пластиковая гниет 15 лет. Вот сравните. Естественно, рыба тоже этого боится. Ей это не нравится. И, конечно, рыбы-то и не будет потом. Ребята, очень красиво. Вообще красота, блин. Здорово.
пойма. Там пойма, поля затоплены. Здесь не знаю, но лес, ну может метров 20 точно затоплен. Вот здесь остров как бы на бугре. Из-за этого хорошо. А здесь она подковая идет. Возможно, местами даже она соединяется, и лес, вот эта полоса полностью затоплена. И там рыба, ребят, сейчас. Рыба там вся, там. Вот под этими елками она сейчас вся там стоит. Что, ребят, подплыл первый. Не знаю, сколько хватит батарейки. Что-то не взял запасную с собой. Насколько хватит память записать все это дело. Начнем проверочку. Так, здесь у нас 40-очка, крупная яче. На 45-ку там стоит, вообще не идет ребешка. Здесь сразу ветка, блин, не угадаешь здесь, что да как. Здесь так глубоковато, утонула, хорошо она. Что-то охота леща или карася, ребят, крупного. Здесь такая есть штука. Вот. Окуня, ребят, окунихи идут. Окунишки попадаются. Стой, бродяга. Стой. Так, ну, вроде распутал. Накрутил только здесь. Вот эти трехстенки, они вот тоже перекручиваются потом стена за стеной, и одна стенка такого не делает, как трехстеночка. Ну все, вроде. Погнали далее. Там лопухи снизу. Крутит. Лариска не поехала. Я говорю, я сам потихоньку проверюсь. Так, стой. Погнали далее. Сейчас развернусь. Подводку разверну. Ну, сколько икры. Видите, ребята, он проходит. Я его не ловлю. Потому что яча крупная. И он проходит. То бишь мелочь не гасим. Можно поставить 30-ку там. Вон еще икра. Вот он прошел здесь. Наловить целый мешок, ну как бы не надо. Давай, разворачивайся. Здесь куда-то зацепился. Даже мелкие, видите, ребят, бывает попадаются окушки. Ну, запутываются ртом. Беги, бродяга, живи. Нам что-нибудь покрупнее надо поесть. Хороший горбач. Вот таких можно, ребят, брать. Нормально на поесть. Таких можно брать. Вот 40-очку горбатый зашел.
Ужас, ребят. Пачка аж тоже горбатый. И мелкие немножко залетели. Но мы сейчас этих отпускаем. Мелочь вот эту отпускаем. Горбатого достаем. И все. Так, первый есть. Придется сетку надрывать, потому что, чтобы освободить их. Вот этих берем кавачиков. Первое есть. Проверил. Штук десяток, наверное, ребят. Камеру я редко включаю, потому что пищит уже батарейка у меня. И, короче, вот проплываю вот в упор к кустам. Рыба стоит. Вот этот пятак, рыбы нету. Кусты, рыба стоит. Вся в кустах, ребята. Ну, плыву дальше. По возможности буду включаться, что интересно. А так, смысла я не вижу. Ребят, тут течение и грязь. Короче, вот в этой стороне вообще чудит капитально. Все сетки вот так к берегу поприжало. Но это еще за урагана. И, короче, этот... Всякой всячине туда насувало, блин. Вот такой всякой. Капитально, блин, вообще. Всякой всячины, блин. Это жесть. Вот так потихоньку отталкиваюсь от берега, потому что один. Достаю их от берега, потому что вообще в берег уперло некоторые моменты. Вот так чищу потихонечку. Местами плотва попадается. Такая хорошая. Плотвичка попадается. Ну, в основном окунь. В основном окунь попадается. Что, ребят, плыву на лагерь. Ну, за ночь неплохо, хоть и погода была холодная. Буря такая была. Так поднакидал нормально. Но сети, конечно, местами вообще в хлам. Вот такая штука, ребят, стоит. Все. Там даже, я не знаю, если распутывать. Это не трава, это елочки, ветки. Там, ребят, все. Печаль да беда. Вообще жесть. Захожу в бухту. Захожу в бухту, отплавался. Девушка, а вы что тут делаете? В лесу я одна. А? Сидит, загорает. Нормально. Пойдет. Надо рыбу потом почистить будет.